Наша сегодняшняя лекция будет посвящена политической активности женщин в раннесредневековой Абхазии. Всплеск интереса к женщине в истории, наблюдающийся в современной медовистике, обусловлен популярностью политической и исторической антропологии, истории ментальности. Отмечено, что в средневековых источниках женщины упоминаются гораздо реже, чем мужчины. Но, несмотря на это, у нас есть свидетельства о политической активности женщин в раннесредневековой Абхазии. Конечно, речь идет прежде всего о женщинах высокого социального статуса, представительницах правящей династии, чьи стратегии были настолько заметны в политической сфере, что не могли не быть упомянуты на страницах источников. В источниках по истории Абхазии первым упоминанием о женщине мы можем считать упоминание о матери основателя Абхазского царства Леона. В летописи Картли говорится о том, что Леон был сыном дочери хазарского царя. Именно родственные связи с хазарами помогли Леону освободиться от византийской зависимости. Прямо говорится о том, что он использовал для этого силу хазар. К сожалению, источники не сохранили нам имя матери Леона. Также безымянной осталась и вдова царя абхазов Георгия I, которую летописец считает одним из главных действующих лиц заговора, который был направлен на недопущение к власти законных наследников престола Тинена и Баграта и возведение на престол Иоанна Шавлийского. Этот заговор имел место быть в 60-х годах IX века. Заговорщики имели успех, потому что только через 20 лет Баграту, законному наследнику, удалось отвоевать отцовский престол. Ну, наиболее известным и наиболее ярким примером политической активности женщин в раннесредневековой Абхазии – это деятельность матери первого представителя династии абхазских багратидов Гурандухт. Гурандухт была дочерью царя абхазов Георгия II и сестрой сразу трех абхазских монархов – Леона III, Дмитрия III и Феодосия III. Супругом Гурандухт был Гурген Багратиони, наследник северо-восточной части Тао. Его домен непосредственно примыкал к границам Абхазского царства, и это обстоятельство сыграло в пользу заключения брака между Гургеном и Гурандухт. В 60-е годы X века у них родился сын, которого назвали Баграт, и которому предстояло сыграть большую роль в предстоящих событиях, и эта роль была предопределена его родственными связями с династией Леонидов. В 70-е годы X века в Абхазском царстве разразился династический кризис, который был связан с отсутствием наследников мужского пола сразу у трех абхазских монархов. В результате междоусобицы в 975 году у власти оказался Феодосий III Слепой. Вообще любые формы калечества лишали отпрысков царской семьи занять престол. И вообще сам факт ослепления, он означал исключение данного лица из политической жизни. Однако с Феодосием это не произошло. Почему? Наверное, абхазская знать посчитала, что вакуум власти будет гораздо страшнее для государства, чем, пускай слабый царь, но все-таки был положен конец длительной междоусобицы с его приходом к власти. Однако то, что Феодосий был лишен зрения и не мог лично возглавлять военные мероприятия, серьезно вредило Абхазскому царству, потому что враги Абхазского царства в лице кахетинцев, таойцев активизировались и начинают постоянно нападать на
одну из важных провинций Абхазского царства Картлию. Особенно отличились кахетинцы. И наместнику абхазского царя в Картле Иоанну Марушисце пришлось очень туго, и ему нужно было как-то выходить из этой ситуации. И он решил обратиться к правителю Тау-Кларджетии Давиду Карапалату с просьбой предоставить возможность его приемному сыну Баграту, это речь идет о сыне Гурандухт и Гургена, который был усыновлен правителем южной части Тау Давидом, отпустить Баграта в Картлию для того, чтобы передать ему власть над этой территорией. Просьба была услышана, и вскоре Баграт вместе со своими родителями, с Гургеном и Гурандук в сопровождении приемного отца Давида прибыли в Картлию. Источник говорит о том, что права Баграта на эту территорию обосновывались его связью с династией Леонидов, поскольку мать его, Гурандук, являлась абхазской царевной. Однако после того, как Давид покинул Тау, покинул Картлию, в очередной раз Картлия подверглась нападению со стороны кахетинцев, и Баграт вместе со своими родителями был уведен в плен в Кахетию. Через некоторое время под давлением Давида Куропалата пленники были отпущены. Однако после вот этих событий мы видим во главе Картлии Гурандухт. То есть на власть в Картлии переходит Гурандухт. Подробности мы не знаем, но, скорее всего, случилось то, что политические традиции оказались на стороне абхазской царевны. Ее принадлежность династии Леонидов сыграла важную роль в том, что картлийская знать, которая уже с небольшими перерывами почти 150 лет находилась под управлением дома абхазских царей, захотела видеть во главе Картлию женщину, но представительницу династии Леонидов, а не представителя другой династии Багратидов, даже если он имел отношение к Леонидам через свою мать. Какие события произошли дальше? В 70-х годах X века династический кризис в Абхазском царстве был разрешен путем вступления в действие матрилатеральной традиции, то есть когда в условиях отсутствия прямых безусловных наследников по мужской линии вступает в действие правило, что призываются на престол потомство представительниц данной династии, выданных замуж за рубеж. В Абхазское царство был приглашен Баграт, и он вместе со своим отцом Гургеном прибыл в Кутаиси, однако не шла речь о его немедленном воцарении. В течение 2 лет, вероятно, к нему присматривались, и когда абхазская знать, представители боковых ветвей династии Леонидов, таковы наверняка существовали, посчитали его приемлемой кандидатурой, равноудаленной от различных аристократических кланов, существовавших в Абхазском царстве. Около 978 года он был провозглашен царем абхазов, а его дядя Феодосий был смещен. Первым военным мероприятием, которое предпринял Баграт, это был поход на Картлию. Потому что Картлия все это время продолжала находиться в руках его матери. Трудно сказать, в каком качестве она осуществляла власть все это время, в качестве наместницы царя абхазов, либо ее статус как-то по-другому мог быть обозначен. Но картлийская знать ей подчинялась, и формально эта территория продолжала оставаться под властью Леонидов. Но с приходом к власти Баграта, вероятно, он посчитал, что ему будет лучше, чтобы Гурандухт находилась рядом с ним, и совершил он поход в Картлию, и надо сказать, что картлийская знать оказала сопротивление. На подступах к Могриси произошло сражение, в котором Баграт одержал победу, занял столицу Картлию Плесцихи, и, как говорит источник, не позволил далее своей матерью управлять Картлией и забрал ее с собой в страну абхазскую.
На протяжении всего царствования Баграта II, а почему мы говорим Баграт II, это исходя из дивана абхазских царей, первый представитель династии абхазских багратидов Баграт II. Так вот, на всем протяжении царствования Баграта его мать играла очень большую роль. Она не была исключена из политической жизни, даже несмотря на то, что между ними были противоречия, о чем, как я уже говорила, и летопись Картли сообщает об этом нам и эпиграфическая надпись из Атенского сёни на армянском языке, выполненная Гержумом, сыном Ярослана, и которая датируется 982-986 годами. Все равно Гурандухт была важна для Баграта. Почему? Потому что легитимность его прав на управление Абхазией проистекала из родства с династией Леонидов. Поэтому имя Гурандухт фигурирует на чаше для причастия из Бедийского храма вместе с именем ее царственного сына. Также Гурандухт упоминается и в надписях Кутаисского храма, который был построен по приказу Баграта. Также мы знаем, что в храме Кумурдо есть изображение Гурандухт. В диване абхазских царей Баграт упоминает о том, что он является сыном дочери царя абхазов, однако имени непосредственно Гурандухт в этом источнике не указано. Мы не знаем ни о дате смерти Гурандухт, ни о месте ее упокоения. Единственное, ясно, что она не была упокоена рядом со своим супругом Гургеном, который покоится в церкви рядом с храмом в Ишхане. Он скончался в 1008 году, но тем не менее, значит, Гурандухт, ее участие в политической жизни заложило определенные политические традиции, которые были развиты в Абхазском царстве в последующем. То есть на протяжении всей первой половины IX века, первой половины XI века мы видим активное участие женщин в политической жизни. Ну, к сожалению, о супруге Баграта II нам ничего не известно. Скорее всего, она не принадлежала к царствующему дому какому-то. Ну, желая укрепить свое положение в Абхазии, Баграт наверняка мог сочетаться браком с кем-то из представительниц знатных абхазских, собственно, семейств. А вот что касается жен второго представителя династии абхазских багратитов Георгия III, то тут у нас очень много сведений. Первым браком Георгий был женат на дочери васпураканского царя Сенакерима Арцруни. Ее звали Мариам. Матерью Мариам была Хушуш Багратуним, дочь царя Великой Армении Гагика I. Этот брак преследовал политические цели, поскольку в первой половине XI века активную экспансионистскую политику вела Византия в Закавказье, были аннексированы ряд царств на территории, вот, прилегающей к Абхазскому царству, а Георгий III, царь абхазов, был горячий приверженец независимости, и он искал себе союзников для борьбы с Византией, увидел такого союзника в лице Сенакерима Арцруни. Однако сложилась ситуация так, что Сенакерим Арцруни передал свое царство Византии и вместе со своей супругой и своими сыновьями отбыл в Византию, получив титул стратега Каппадокии. Таким образом, Георгий III утратил одного из союзников в Закавказье. Георгий, воевал с византийским императором в двух кампаниях против Василия II. Он потерпел поражение и даже вынужден был отдать своего сына в заложники на 3 года. Но после его возвращения в 1025 году он возобновил военные действия против империи и планировал приобрести новых союзников. И вот такого нового союзника, с его точки зрения, он мог обрести в лице правителя Алании.
Но в средние века договоры между государствами, союзы между государствами устанавливались путем совершения браков между представителями правящих домов. Поэтому брак с Мариам Арцруни был прекращен, и Георгий вступил в новый брак с дочерью правителя Алани Алдой. Конечно, для развода с Мариам ему нужны были какие-то веские основания, потому что этот брак был церковный. И трудно сказать, какой предлог был выбран для этого. Тем не менее, развод с Мариам состоялся, и значит, во втором браке у Георгия родился сын Дмитрий, чьи права на престол не подвергаются сомнению летописцам. То есть этот брак был законный. Однако буквально в 1027 году, в лета почти молодые, как говорит летопись Картли, Георгий III скончался. И ситуация, конечно, в Абхазском царстве обострилась, потому что две вдовствующие царицы, будем так говорить, и два сына. Сын от первого брака, которому в это время было 9 лет, это Баграт III, и совсем малолетний Дмитрий, сын от Аланки Алды. Противостояние было весьма жестким, и были аристократические кланы и группировки, которые поддерживали Мариам, и те, которые поддерживали Алду. И вот политическая активность самих женщин и Мариам, и Алды фиксируется источниками. Мариам, проявив недюжие дипломатические способности, отправилась в Константинополь на переговоры с византийским императором Романом III Аргиром. Надо сказать, что этот шаг шел вразрез с внешнеполитическим курсом, который проводил ее покойный супруг. Его политика была ярко антивизантийской. Однако для укрепления позиций своего сына она решилась на переговоры с Византией. В этих переговорах ей должно было помочь то, что ее отец и братья давно уже находились в Византии, находились на службе империи. В результате переговоры были проведены успешно, поскольку Мариам привезла своему сыну титул Куропалата, высокий византийский титул, а также невесту. В жены Баграту была выдана племянница византийского императора Елена. После этого позиции Баграта укрепились, потому что стало понятно, что он имеет определенную поддержку со стороны византийского императора, с которым теперь состоял в родственных отношениях. Однако буквально через год молодая царица Елена скончалась, и после этого отношения между Абхазским царством и Византией ухудшились. И тут, пользуясь этим моментом, противостоящая группировка во главе с Алдой, они предприняли практически тот же дипломатический ход, который годом раньше предприняла Мариам. Они теперь, в свою очередь, попытались заручиться поддержкой византийского императора. Но более того, Баграт III вступает в новый брак, и его избранницей становится дочь значит, осетинского правителя Бурена, что явно как раз свидетельствовало о том, что так же, как и его отец Георгий, он ищет союзника на Северном Кавказе. Но у Алды, видимо, не хватило столько способностей в деле дипломатическом, и тут по-другому завершилась ситуация, не так, как с Мариам и Багратом, потому что, чувствуя, что не имеет достаточно сил для того, чтобы бороться за престол в Абхазском царстве, Алда сочла за благо передать патримоний своего сына Дмитрия под юрисдикцию Византии. То есть, если летопись Картли говорит о том, что эта передача была произведена непосредственно Дмитрием, то византийский источник в лице Иоанна Скилица, он ближе к истине. Почему? Потому что все-таки Дмитрий был малолетний, и многие политические решения,
естественно, за него принимала мать. В результате Анакапийская крепость, ее окрестности, так называемый Анакапийский удел, перешел под юрисдикцию Византии и оставался под ее юрисдикцией с 1033 по 1072 год, то есть практически 49 лет. В Анакапийской крепости в скорости уже обосновалась византийская администрация, однако Алда продолжала проживать в Византии, потому что эпиграфика нам дает основание полагать, что Алда не переехала в Византию, так как это сделал ее сын, потому что строительная надпись, датированная 1046 годом, упоминает ее имя. Это имеется в виду строительная надпись непосредственно в Анакапии обнаруженная. Ну, сейчас мы коснулись с вами судьбы двух цариц. Хотелось бы поговорить о том, что значит, в браке Георгия III и Мариам, помимо наследника и будущего царя Баграта, также родились 3 дочери – Гурандух, Ката и Марфа, или Марта. Младшая дочь скончалась во младенчестве, а вот судьба старшей очень интересна. К сожалению, о ней известно гораздо меньше, чем о ее тезке, ее прабабушке Гурандухт, о которой мы с вами говорили, но ее политическая деятельность, ее судьба не менее интересны. Гурандухт появилась на свет где-то между 1019 и 1025 годами. И, конечно, не могло на ее судьбе, на формировании ее личности не сказаться и ранняя смерть отца, и перипетии начального царствования ее брата Баграта. И перед ее глазами был яркий пример вовлеченности женщины в политические дела. Это ее мать Мариам. Поэтому нет ничего удивительного, что и ей пришлось сыграть важную политическую роль в истории Абхазского царства. Ее имя впервые упоминается в источнике в связи с политическим кризисом. Но надо сказать, что очень часто историки обратили на это внимание, имена представительниц правящей династии начинают в источниках упоминаться в периоды политических кризисов. То есть женская политическая активность в этот период возрастает. Так вот, самым, наверное, длительным, болезненным противостоянием в период правления Баграта III было противостояние его с мятежным воеводой Кылдекари Липаритом. Во время малолетства Баграта он, значит, весьма укрепился, обзавелся надежными связями в Византии и внутри страны, и не хотел подчиняться приказам Баграта. Этот конфликт углублялся, пока в конце 30-х, начале 40-х годов не перерос в вооруженное противостояние. Липарит дважды пытался привести к власти Дмитрия Анакапийского при помощи византийцев. Это ему не удалось. Однако часть территории Абхазского царства, так называемые верхние земли, оказались под управлением Липарита и вышли из-под юрисдикции царя абхазов Баграта. Под давлением обстоятельств Баграт решил отправиться на переговоры в Константинополь. Его сопровождала в этой поездке мать, царица Мариам. Пребывание Баграта в Константинополе затянулось на долгих 3 года. Это скорее даже было похоже на заложничество, чем на ведение переговоров. В это время, то есть во время отсутствия Баграта, Липарит, который де-факто осуществлял власть над частью территории Абхазского царства, но в силу того, что не принадлежал к правящей династии, естественно, не имел никаких юридических на это прав, он обратился к супруге Баграта, царице Бурене, с предложением передать ему на воспитание малолетнего наследника престола Георгия. Но дело в том, что Баграт, отправляясь в Константинополь, уже венчал его на царство Георгия в качестве своего правителя.
Конечно, такое решение болезненное Барена не могла принять в одиночку, не проинформировав своего супруга, не посовершенствовав со своим окружением. Однако, видимо, настолько была серьезная ситуация, которая, вероятно, грозила и военными какими-то акциями со стороны Липарита, возможно, совместно с византийцами, что было принято решение о передаче Георгия Липариту. Но был найден своеобразный компромисс. Липарит был назначен воспитателем, а опекуном Георгия была назначена его тетя Гурандухт, то есть сестра его отца. Ну, надо сказать, что то, что передали Георгия Липариту, это, конечно, был шаг вынужденный и для Абхазского царства, для Абхазского царя невыгодный. Но то, что Гурандухт находилась рядом с наследником престола, наверное, немножко эту ситуацию смягчало. Тем более она вступила в дипломатическую борьбу с Липаритом. Несмотря на то, что и Липарит, и Гурандухт были назначены как бы воспитателем, соответственно, и опекуном Георгия, их политические программы были разными. Если в летописи Картли прямо говорится, что Липарит добивался того, чтобы Баграт как можно дольше находился в Византии, то Гурандухт вела борьбу за скорейшее возвращение царя из Византии. И тут очень важный момент. Вот каким образом Гурандухту удалось эту войну, эту борьбу вести с могущественным вельможей на равных? Знаем мы, что Липарит пользовался особым благоволением со стороны византийского императора Константина IX Мономаха. Не имея связи внутри как бы византийского общества, внутри знати, не зная византийского закулисья, Гурандухт было сделать это весьма сложно. Вместе с тем, если на поле брани не удалось Липарита обыграть, то вот на дипломатическом поприще удалось это сделать. Царю Баграту разрешили имперские власти вернуться на родину. И в армянском переводе «Жизни Грузии», так называемой Картлис Ховреба, говорится о том, что император Константин Мономах отпустил Баграта с условием, что Гурандухт вернется в Константинополь. То есть в данном случае мы должны предполагать, что Гурандухт какое-то время проживала в Константинополе ранее, возможно, в качестве заложницы. Мы знаем, что в Константинополе в качестве заложников проживали и представители, там, скажем, болгарской знати, аланской знати, и также и представителям династии Леонидов приходилось, и Багратидов быть в качестве заложников. Так что, возможно, и Гурандухт в свое время тоже побывала в качестве заложницы в Византии. Поэтому она хорошо ориентировалась в придворных кругах и смогла добиться возвращения Баграта на родину. В летописи говорится, что возвращение царя было радостным, масштабным событием. И несмотря на то, что противостояние продолжилось, и с возвращением Баграта не прекратилось это противостояние с Липаритом, но все равно это привело к тому, что знать так называемых верхних земель, она стала тяготиться властью калдыкарского воеводы. И Сула Калмахский, один из знатных феодалов, беспримерную решительность проявив, захватил Липарита и его сына Ивана в плен и тут же отправил к царю Баграту вестников, гонцов о том, что его противник находится у него в плену, после чего с 1058 года это противостояние прекратилось, поскольку Липарит отказался от политической борьбы, принял схиму и удалился в Византию, где в 1060 году скончался. Все это время, даже после возвращения Баграта из Константинополя, Гурандухт находилась рядом со своим
племянником, опекая его, об этом нам говорит летопись. И, кстати, в летописи Картли единственное описание женщины связано именно с личностью Гурандухт. Летописец пишет, что она была преисполнена всех благ, умна, щедра, прекрасна на вид и исполняла ревностно богослужение. То есть летописец идеализирует Гурандухт, приписывая ей все качества, желанные для высокородной женщины. И в последующее время мы видим Гурандухт входящий в ближний круг ее брата, царя Абхазов Баграта III. Она сопровождала его в поездках, и также она продолжала опекать своего племянника. О дате смерти Гурандухт нам неизвестно, но летописец рассказывает о последних днях жизни Баграта III и вкладывает в его уста такие слова, обращенные к матери царицы Мариам: «Мать, жалко мне тебя, потому что все рожденные тобой ушли раньше тебя». То есть можно предположить, что на этот момент Гурандухт уже была усопшей. Нет ничего удивительного в том, что вот в период царствования Баграта сразу несколько женщин нам, можно сказать, летописец представляет активно вовлеченных в политические процессы. Вот посмотрите, мать Баграта, царица Мариам, пользуется огромным авторитетом, она являлась одной из самых влиятельных политических фигур. Она разделяла тяготы своего сына во время его вынужденного пребывания в Константинополе. Его супруга, царица Борена, осуществляет власть в Абхазском царстве в период отсутствия мужа. Его сестра Гурандухт назначена опекуном наследника престола. То есть сразу несколько женщин составляют ближайшее окружение Баграта. То же самое хочется сказать о том, что могущественный сельджукский султан Алп-Арслан, желая породниться с Багратом, был согласен взять в жены его племянницу, то есть дочь сестры. Это говорит о высоком статусе сестер царя в данном случае. Но именно вот ничего удивительного нет в том, что и дочери Баграта, царевне Марте или Марфе, а всего у Баграта были две дочери, Марта и Мариам, и вот дочери его тоже была уготовлена незаурядная политическая судьба. Но политическая ее активность в основном была проявлена в бытность ее византийской императрицы. На самом деле Марта впервые оказалась в Константинополе в возрасте 3 лет в 1056 году. Прибыла она в Константинополь в качестве заложницы. То есть, когда ее отец возвратился из вынужденного долгого пребывания в Константинополе в качестве заложницы, несмотря на то, что Константин Мономах хотел, чтобы Гурандухт вернулась в Константинополь, на самом деле туда была отправлена малолетняя Марта. Когда Марта прибыла в Константинополь ко двору императрицы Феодоры, в это время Феодора являлась императрицей. Пребывание ее было весьма кратким, потому что вскоре после ее прибытия, в августе 1956 года, императрица скончалась. И по преданию Георгий Святогорец тогда сказал: «Воистину царица вышла и царица вошла». То есть пророчествовало, что когда-то Марфа тоже станет византийской императрицей. Действительно, через 9 лет Марфа или Марта прибыла в Константинополь уже в качестве невесты наследника византийского престола, которого звали Михаил, и принадлежал он к династии Дуг. Известно, что абхазскую царевну в Константинополь сопровождала большая делегация, в которую входили, к примеру, Петр Патрикий или архиепископ Бедийский Иоанн. И через короткое время абхазская царевна стала женой наследника престола. Скорее всего, бракосочетание произошло несколько позже, в 1071 году, когда после битвы при Манцикерте
Византийцы потерпели очень тяжелое поражение, император Роман Диоген был свергнут, и на византийском престоле оказался муж, супруг абхазской царевны Михаил. В 1074 году у них родился наследник, который был назван Константином. Семилетнее правление Михаила Дуки было не очень удачным, потому что это был человек, больше склонный к литературным студиям, чем к политике, тем более никаких полководческих талантов за ним не наблюдалось, а Византии приходилось в это время вести войны сразу в нескольких направлениях, и на юге, и на западе, и на востоке, и поэтому неудивительно, что произошел государственный переворот, и в 1078 году пришел к власти Никифор Ватаниат, узурпатор. Для того, чтобы легитимировать свое положение, Никифор Ватаниат решил жениться на супруге своего предшественника. Если с политической точки зрения этот брак выглядел вполне логичным, то с церковной точки зрения, конечно, он был весьма сомнительным, потому что была жива супруга Ватаниата, а супруг Марфы, правда, удалился в монастырь, где позже сделал карьеру в качестве митрополита Эфесского. Но брак был совершен, и Марта поставила условие, чтобы ее сын от брака с Михаилом Дукой был объявлен наследником Ватаниата, что и было сделано. То есть вообще Марта на протяжении всей своей политической карьеры боролась за права своего сына. Конечно, не забывала она и о своей родине, она, значит, способствовала возвращению Анакапийской крепости под власть ее брата. Ее брат Георгий стал царем Абхазов в 1072 году после смерти своего отца. Также он удостоился титула кесаря благодаря стараниям сестры. Но через некоторое время Никифор Ватаниат передумал и решил сделать своим наследником одного из своих родственников, некого Синодина. Узнав об этом, Марта, не задумываясь, вступила в заговор против своего супруга. Этот заговор был организован братьями Комнинами, Исааком и Алексеем, и Марта этот заговор поддержала, в результате чего Никифор Ватаниат в 1081 году был свергнут. Опять же, пришедший к власти, Алексей Комнин обещал Марте, что ее сын Константин будет объявлен его соправителем, что и было сделано. Однако в скорости после рождения у Алексея Комнина своего сына Иоанна этот договор был аннулирован, и Константин лишился возможности унаследовать, значит, императорский титул. Вместе с тем, чтобы как-то сгладить ситуацию, Алексей Комнин отдал на воспитание Марте свою дочь Анну. Анна – это первая женщина-историк, Анна Комнина, которая в своем труде воспела красоту абхазской царевны. Надо сказать, что все византийские авторы, и Анна Комнина, и Михаил Псел, все едины во мнении, что Марфа обладала невероятной красотой, и это тоже как бы способствовало успеху ее политической карьеры. Однако после того, как в возрасте 21 года ее сын Константин скончался, Марфа решает покинуть как бы мир, удалиться в монастырь. Она принимает монашество и в дальнейшем проживает жизнь, полную духовных исканий. Она находилась в переписке со многими религиозными деятелями, например, с Феофилактом Охридским, и была упокоена, скорее всего, по мнению большинства авторов, на горе Папикион около 1105 года. Возможно, в дальнейшем ее прах был перенесен в Константинополь или в Иерусалим. Значит, таким образом, мы можем сделать вывод, что представительницы правящей династии Абхазского царства, вне зависимости от
их статуса, то есть это в равной степени и матери, и супруги, и сестры, и дочери монархов обладали весьма заметными социальными капиталами. То есть они принимали участие в принятии политических решений, в установлении политических связей, в передаче крови. И несмотря на, вопреки представлениям о маскулинности идеала правителя в средние века, в реальности женщины имели возможность играть большую роль в государстве, и не только в форме закулисных каких-то интриг, но и в форме материнского регенства и опекунства. О том, какими были женщины в раннесредневековой Абхазии, интересно знать не только значит, в рамках гендерной истории, но и в рамках политической, культурной истории нашего Отечества.